И сейчас у нас есть возможность поговорить с шведом, с шведским специалистом, экспертом. Это Матиас Эклёв, он глава предвыборного штаба либеральной партии Швеции в городе Норрköping. Привет, Матиас. Да, добрый вечер. Спасибо за приглашение в эфир. Спасибо, что включился. Вот очень простой вопрос. Расскажи нам, что произошло в Швеции, какие окончательные результаты и как может ли это как-то повлиять на политику страны в плане, например, и на Украину, в плане, например, Северного потока, на который разрешение должна давать Швеция. Вчера в воскресенье состоялись действительно выборы в Швеции. У нас выборы каждые 4 года. Результат более-менее ожидаемый. Шведские демократы — это ультраправая, самая правая партия Швеции, набрала почти 18%, что с одной стороны на 5% меньше, чем 4 года назад, с другой стороны меньше, чем многие ожидали. Эта партия действительно является такой же, как мы видим в Венгрии, да, они поддерживают направление национализма. У них корни этой партии, 30 лет, у них корни нацистские. А на сегодняшний день нельзя называть эту партию все-таки нацистской партией. Скажи, пожалуйста, Матиас, а насколько открыто они выражают свои симпатии к России и к Путину в своей предвыборной риторике? Предлагают ли они что-то, направленное на смягчение позиции Евросоюза по отношению к Путину и к России? Они говорят правильные вещи иногда, а на самом деле, если смотреть на действия, то действительно они голосуют в интересах России в Европарламенте, в том числе. Есть несколько примеров. Они против НАТО, они хотят провести референдум по поводу... Швеция же входит в Евросоюз, значит, они хотят провести референдум по поводу Евросоюза. Это, соответственно, может привести к тому, что Швеция выйдет в теории из Евросоюза. Получится такая же ситуация, как в Великобритании, как бы с Брекситом. Еще какие моменты? Есть у них достаточно непрозрачное финансирование. Мы знаем, что они получали деньги из Франции от Le Pen. И, соответственно, мы знаем, что Le Pen получила деньги из России. Тут есть непрямая связь, но через Францию, так сказать. Мы знаем, что они поддерживают Венгрию и подобный национализм в других странах. Как ты думаешь, почему вот национализм в разных странах почему-то странным образом везде пророссийский? Вот чем ты это объясняешь? Вот все страны, которые ты перечислил, как-то все разные страны, разные народы, националисты должны друг друга, в общем-то, не очень любить, наверное, да? Но все любят Путина, прям какая-то такая объединяющая любовь просто. Это хороший вопрос. Если смотреть с другой стороны, с точки зрения России, то понятно, что существуют определенные интересы. Если посмотреть на действия России, то, соответственно, мы знаем, что Россия поддерживает и правые, и левые партии. О чем, с одной стороны, парадокс, а с другой стороны, понятно почему. Потому что есть и левые партии, и правые партии, которые хотят выйти из Евросоюза. И, соответственно, чем слабее Евросоюз, тем лучше, скорее всего, для России. Просто тем сильнее позиция в переговорах и так далее России. Последний вопрос, короткий, прошу ответ дать. Матиас, изменит ли политику в отношении России и Украины такой процент достаточно высокий этой пропутинской партии в Швеции? Или политика Швеции останется неизменной по санкциям и вообще? Скорее всего. Кстати, надо добавить, что пока неизвестен окончательный результат, потому что мы еще получим в среду только окончательный результат. Но по этим данным, скорее всего, изменений каких-то глобальных не будет, потому что все остальные партии против шведских демократов, у них все-таки меньше 20%, поэтому можно сказать, что ситуация в Швеции не такая же плохая, как в некоторых других странах. А что по Северному потоку? Швеция полностью согласна с этим рукавом финансирования путинского режима или как?
Швеция такая, ну, в этом плане достаточно мягкая страна. А я поддерживаю немножко другую позицию, ну, либеральная партия поддерживает другую позицию. А на самом деле решение по Северному потоку вряд ли будет приниматься в Швеции.